Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Правильное питание из модного хобби постепенно превращается в новую норму. Правда, оказалось, что разобраться с тем, что правильно и полезно, а что только кажется таковым самостоятельно, бывает непросто. И, как признаются сами нутрициологи, более 70% людей, которые к ним обращаются, это не те, кто только начинает свой путь, а уже опытные бойцы. О том, как взять себя в руки, стоит ли верить интернету и почему важно питаться правильно, нам расскажет наша сегодняшняя гостья, клинический нутрициолог Ника Николаева. Добрый вечер, Ника. Добрый вечер, Яна. Угу. Вот вы согласны с тем утверждением, которое я только что произнесла, что 70% людей, которые к вам обращаются, это те, кто уже имеет опыт в ответственном отношении к здоровью, питанию, или у нас в Якутии еще совсем не так? Вы знаете, интересный вопрос. Я бы не сказала, что 70% людей уже были опытными бойцами, но, как правило, 30-40%, так можно официально подтвердить. И вы знаете, люди, которые обращаются, чаще всего в силу обилия информации, которая есть в интернете, они не знают, что правда, а что нет. Так как есть достаточно большое количество очень вредной, можно так сказать, информации, до специалистов люди в силу отсутствия своего времени, занятости не могут дойти. И самый легкий путь для них, конечно же, это прочитать информацию в интернете. Опять-таки, повторюсь, что у него достаточно очень много неверной информации, поэтому рекомендую всем обращаться к грамотным специалистам, ну и к врачам, конечно же. А какая информация не соответствует действительности, которая бывает тиражируется в интернете? Мы можем с вами какой-то пример? Да, к примеру, о том, что, есть исследования, которые говорят о том, что, коснемся витамина D, его необходимо принимать в профилактических дозировках 400 международных единиц. Но, к сожалению, так как мы жители Крайнего Севера, и очень большая часть России находится в северных широтах, у нас очень сильный дефицит, прям громаднейший дефицит. А как известно, витамин D влияет на всю нашу иммунную систему, потом можно более подробно о нем поговорить. Да. И рекомендуемые дозировки, если смотреть, к примеру, последние педиатрические рекомендации российские, надо принимать достаточно высокие дозировки, и плюс жителям Крайнего Севера рекомендуется еще плюс прибавлять. То есть, кому интересно, может с этим ознакомиться. Хорошо, мы к витамину D еще с вами обязательно вернемся. Хочу вам предложить поговорить о вашей профессии. Вообще, что нужно сделать для того, чтобы стать профессионалом в этом деле? И нужно ли обязательно получать медицинское образование? Да, очень часто спрашивают, у вас есть медицинское образование? И я отвечаю, что нет. Они говорят, как вы тогда можете давать рекомендации, назначать анализы? Хочу сейчас прояснить немного информацию. Вы знаете, что нутрициологам, клиническим нутрициологам сейчас на данное время в России абсолютно не обязательно иметь медицинское образование. Достаточно иметь законченное высшее образование и получить 2 года профессиональной переподготовки. Естественно, вы получаете диплом государственного образца, учитесь где-то 2,5 года. В отличие от диетологов. Диетологами могут быть только люди, окончившие специализированное медицинское образование и отучившиеся, к тому же, 2 года в ординатуре. Диетолог может назначать лечение, может назначать анализы пациенту, а нутрициолог не имеет права этого делать. Он может только основываться на назначении лечения специалиста, педиатра, терапевта и назначать какие-то рекомендации по правильному питанию. Это основное отличие. Поэтому если какой-либо нутрициолог онлайн назначает вам сдать такие-то анализы и рекомендует принимать такие-то БАДы, лекарства, это как минимум тревожный звоночек, да? Это очень-очень стоит задуматься о его компетентности. А где у нас в стране можно получить такое образование? Вы знаете, его достаточно легко получить даже онлайн, но я не рекомендую такие курсы, потому что часто они бывают в записи, нет обратной связи. К примеру, я не буду рекламировать, я училась, там у нас есть много организаций. У меня высшее законченное образование, я поступила на основе отбора, то есть не просто так кто-то пришел. То есть конкурс был, да? Мы минимальный
минимальные знания свои подтверждаем. И у нас самое хорошее было то, что у нас было все онлайн. Все было в прямых эфирах. К сожалению, это было по московскому времени. Я там не спала до 3 часов ночи, училась. Пришлось перестроиться. Да, у нас было очень много групп в Телеграм-канале, и у нас были домашние задания. Домашние задания мы затем разбирали в прямом эфире с другими своими коллегами, а также на второй год обучения мы проводили именно рекомендации, назначения, разбирали пациентов. И очень часто ими становились мои друзья, родственники. Это очень удобно. Ну да, тут не поспоришь. И вот хотела вас спросить о том, как правильно подобрать специалиста. То есть вы сказали, что как бы интернету мы не верим. Вот. Очень много консультаций, как я понимаю, ведутся онлайн. Стоит ли обращаться к специалисту онлайн? Или лучше все-таки найти человека в своем регионе, который знает специфику, и переговорить с ним, получить у него консультацию? Да, вот это очень интересный вопрос, потому что я сама обращаюсь к специалистам онлайн. Но это касается только врачей. То есть к нутрициологам, к врачу-диетологу я онлайн не обращаюсь, которые находятся в других регионах, обращаюсь только находящиеся у нас в Якутии. Потому что у нас специфика такая, что особенно люди, которые родились здесь, переехали в раннем возрасте, у нас свои собственные особенности, у нас свои собственные дефициты. И от людей, допустим, проживающих в Краснодаре, в Сочи, мы отличаемся. То есть лучше пойти к специалисту, который разбирается именно в нашем северном питании. А вот какая разница между питанием в северной части России? Ну, как я понимаю, у нас, допустим, больше мяса едят, там овощей больше. Ну вот, а как баланс держать? Ведь на самом деле сегодня же все продукты доступны. Да, вы знаете, несмотря на то, что большинство продуктов доступны, стоит задуматься об их происхождении и содержании. Качестве, да? Да. Ну, что мы потребляем? Фрукты, овощи, вся зелень у нас импортная, привозная. Вы не знаете, как она выращивается, что туда добавляется. Вот, к примеру, я использую продукцию, не знаю, можно ли говорить, какой фирмы, которая у нас очень известная. Несмотря на то, что она выращивается на гидропонике, все-таки есть какое-то, ну, не подозрение, а уверенность, что она более качественная, чем привозная. Также для людей крайнего севера необходимо принимать нашу ягоду северную. Брусника, смородина, так как она содержит очень большое количество витаминов и микроэлементов. Также необходимо есть мясо, которое, слава богу, у нас в избытке, диетическое. Оленина, косуля, жеребятина, да, что насчет говядина. жеребятины, кстати, да? Да, жеребятина очень полезная, и несмотря на такие ужасные комментарии других народностей, других жителей других регионов о том, что как это ужасно, ну, это наша культура. Мы ничего с этим не можем поделать, мы же не осуждаем других людей, которые едят какие-то более другие продукты, отличные от нас. Плюс обязательно необходимо потреблять кисломолочную продукцию. Я не говорю о молоке, о сладких йогуртах. Это именно кефиры, национальные блюда, кумыс, наш якутский, творог. Так что обязательно надо есть яйца. Очень многие дети не употребляют желток, ну хотя бы его как-то размалывать и добавлять в пищу, чтобы ребенок не видел. Молоком же, по-моему, да, разбавляют немножко? Да, разбавляют, но вы знаете, по поводу молока, вот детям молоко можно. Чем старше становится человек, тем больше у него развивается неусваиваемость молока. Да, поэтому тут надо смотреть. Вы знаете, в принципе, можно есть все, что не вызывает у вас каких-то болезненных ощущений. Главное не передать и есть все в меру. Ну, к этому мы тоже еще с вами вернемся. Вот все-таки доспрошу вас про профессию и почему вот профессия стала востребованной. Ну, вот, и чем клинический нутрициолог отличается от обычного? Вы знаете, клиническим нутрициологом становишься на 2-м году обучения, и ты можешь давать более конкретные рекомендации своим пациентам. Ну, на самом деле прям нет такой супер большой разницы. Если человек является нутрициологом и клиническим нутрициологом, можно обращаться к любому специалисту. Я выбрала для себя более подробное изучение, так как мне было интересно именно взаимодействие питания и здоровья человека. А вот почему следить за питанием стало модным, наверное, последние лет 5 точно?
ну, даже, скажем, 15. Почему вот 15 лет назад никто об этом особо не думал? Не было какой-то востребованности именно вот этого направления? Или у нас сейчас так много продуктов, много всего представлено, что мы уже не знаем, за что браться? Вот что случилось? Да, вы знаете, я тоже об этом думала, потому что сейчас достаточно много людей отказываются от вредных привычек, стали проявлять больше интерес к спорту, к здоровому питанию. Скорее, это все связано с, не побоюсь сказать, с развитием информационных технологий. Потому что люди стали узнавать, как вообще питаются другие регионы, что они потребляют, чем они занимаются. И так как, вы знаете, наша Якутия является одним из российских центров по развитию информационных технологий, не побоюсь этого слова, действительно одним из самых лучше развитых. Наши жители, горожане, жители республики достаточно очень много знают информации о здоровом питании и как следить за собой, не побоюсь этого слова. Так что наши граждане развиваются, я за это очень рада. Ну, это хорошая тенденция, я тут с вами соглашусь. А вот чем понятие «правильное питание» отличается от здорового питания? Или это одно и то же? Могу сказать, что в принципе это одно и то же, потому что здоровое питание, оно и есть правильное. Если человек, среднестатистический человек относительно здоров, мужчина, женщина, ребенок, он может питаться правильно, и в то же время это будет здоровое питание. К примеру, здоровое питание содержит в себе обязательно содержание белки, жиры, углеводы, то есть... Все, что нам необходимо. Да, все, что нам необходимо. Единственное, мы не все это потребляем. Все-таки надо более ответственно к этому подходить, то есть можно подробнее об этом рассказать. Да, конечно, давайте. К примеру, есть специальные тарелочки, в которых удобно разрисовано, где что должно находиться. Очень удобно для людей, которые не знают, что, как, какой продукт содержит белок, какой углевод. А там на тарелочке все написано. В принципе, есть вариант заказать на очень известной платформе, на маркетплейсах. Так что это не проблема. Еще вы знаете один момент, когда человек приходит в кафе, в ресторан, почему ему подают на очень большой тарелке? То есть визуально человек смотрит на большое блюдо. Ему кажется, что очень мало всего, да? Да, всего очень мало. Ему кажется, что он не наестся, и одновременно заказывает: давайте мне еще что-нибудь, мне еще, пожалуйста, десерт, и в итоге он переедает. Как делаю я и как советуют другие специалисты? Дома у нас очень маленькие тарелочки. Мы кладем порцию, визуально наш мозг передает информацию, что как много, мы быстрее наедаемся. И самое основное, что я усвоила, конечно, жалко, что очень поздно, но советую делать вам это сейчас, не переедать. То есть вы поели, испытываете легкое чувство голода и думаете: вот там еще доем 3 пельмешки, еще один хлебушек с маслом. Пожалуйста, встаньте и походите минут 15. Не надо 20-30 минут, минут 15. И чувство насыщения приходит чуть-чуть попозже, потому что мозг получает информацию из желудка немного с задержкой. Так что... А как вы считаете, вот есть ли в этом какая-то проблема? То есть нам очень часто в детстве говорили: пока не доешь, из-за стола не выйдешь. То есть, может быть, отсюда идут все проблемы? Совершенно верно, да. Особенно у нас любят бабушки в деревнях, даже дома почивать детей оладушками, настоящей сметанкой, сладким вареньем. Родители говорят, мне тоже так говорили, если честно, пока все не ешь, не съешь, не встанешь. Это очень-очень плохо влияет на обмен веществ и вообще на здоровье ребенка, да даже и взрослого. Когда заставляет его... Бывает же такое чувство: вот мне положили, если я не съем, и такое неуважение к гостям, неуважение к маме, она так вкусно готовит. Но вы понимаете, что вам надо понимать, и вообще не только вам, а вообще всем людям по России и по миру, что вредно это, очень вредно. И не надо заставлять психологически ребенка, особенно с малых лет, заставлять съедать все, потому что, как знают психологи, уже давно об этом говорят, у него развивается привычка. Пока все не съест, встать из-за стола не может. Это прививается ему и во взрослом возрасте, соответственно, отсюда возникает переедание, лишний вес. У меня вот в детстве мама всегда баловала, когда я болею. То есть вот если я заболела, мама мне обязательно что-нибудь вкусненькое приносила, поэтому если я сейчас болею, я достаю какое-нибудь мороженое, пирожное. Тоже привычка из детства. Абсолютно то же самое. Я очень любила в детстве болеть, потому что мне было все к моим условиям. Папа, тебе хлеб с колбаской. Мама, вот тебе что-нибудь сладенькое. Да, это все потакание такое. И дети часто
очень любили болеть. То есть это новая мотивация Да. к тому, чего не нужно Да, делать. совершенно верно. А вот можно ли кушать все и при этом оставаться в форме? Вот хочу сказать, очень часто бывает питание, которое отменяет вообще все. Вам нельзя сахар, белый хлеб, тортики, пирожные, и очень часто человек срывается. Ну, потому что нельзя резко отказаться от того, что ты ел годами, особенно в осознанном возрасте, когда тебе 35, 40, там, 50 лет. К примеру, моя подруга, она любит читать КБЖУ. Для своей мамы она делала расчет. Мама, кстати, находится у нее в районе, то есть все было онлайн. Супруг, у него сидячий образ жизни, на машине, лишний вес, спортом не занимается. И по прошествию 2 месяцев мама у нее постранила на 15 килограмм. То есть без спорта? Без спорта. Мама, потому что возрастная, 65 лет, очень тяжело ходить, там уже определенные заболевания. А супругу ее 40. Без спорта он сбросил 20 килограмм. При этом он мог есть тортики, мог есть шоколадки достаточно, по одной шоколадке через день, и он ел все. Он даже говорил ей вечером: я не могу уже есть. А подруга: ты должен съесть, ты не набрал достаточное количество углеводов там, или белков. Так что, вы знаете, есть можно практически все, за исключением, пожалуйста, исключите белый сахар. Самый вред наносит сахар организму. И даже если вы пьете безалкогольное пиво, прекращайте его пить. Да, тоже есть. Это тоже, там очень большое количество сахаров, плюс в безалкогольном пиве есть алкоголь. Как бы мы не надеялись на то, что его нету. Так, ну вот еще хотела спросить про завтрак. То есть очень часто говорят, что завтрак – это самая главная часть вообще жизни человека в его повседневной истории. Но при этом некоторые люди не могут завтракать. То есть как бы они не хотят там к 8 утра или к 9 кушать, а вот, допустим, грубо говоря, завтракают в обед. То есть стоит ли себя заставлять или просто, если ты не любишь завтракать, пообедать, и вообще как быть? Вот. И еще хотела спросить сразу же про количество приемов пищи. То есть стоит ли на этом делать акцент, можно ли растягивать всю эту историю? Ну вот расскажите об этом. Вот в чем солидарны все специалисты, врачи, нутрициологи, фитнес-тренеры. Завтракать необходимо. Я расскажу свой личный пример. Я раньше не завтракала. Но не могу я есть до 11-12, что-то там. Я пила кофе, съедала там бутерброд с маслом, и все. И потом ела часа в 2, в 3. То есть мне этого хватало. Но нельзя так делать. Я заработала кучу заболеваний, с которыми борюсь до сих пор, благодаря правильному питанию и врачам. То есть я вот практически избавилась от многих своих заболеваний. Поэтому, пожалуйста, завтракайте. Кстати, всеми любимая овсянка на завтрак нежелательно. Так, а чем мы ее будем заменять? Необходимо, кстати, манка тоже. Помните, нас все детство Да. манка. К сожалению, нас кормили манкой, потому что не было других продуктов. Желательно с утра можно съесть хлеб с маслом. Единственное, что масло может быть кхи, которого сейчас очень много в магазинах, оно не такое дорогое, а хлеб должен быть не белый, не черный, а именно серый и зерный. Да, мы вот исключили. Дети сперва не ели. Мы просто перестали покупать. Но нету другого хлеба. Ешь это. Бери, что дали, да? Да. И вот буквально за 2-3 недели они перешли на это питание. По поводу количества приемов пищи. Здесь возникают небольшие разногласия, потому что, к примеру, мне один врач посоветовал: тебе надо питаться дробно, маленькими количествами, 5-6 раз в день. То есть завтрак, обед, ужин, между ними еще перекусы и поздний ужин. Затем я обратилась к другому специалисту с другим своим заболеванием. Она сказала, что, к сожалению, тебе питаться дробно 5-6 раз в день запрещено. Потому что каждый прием пищи, в том числе, когда вы прерываетесь на чаепитие, там, печенюшку, конфетку, оно сопровождается выбросом инсулина. Это категорически запрещено для людей с инсулинорезистентностью, поэтому вам необходимо питаться желательно 3 раза в день. Так что все-таки для того, чтобы узнать, как вам правильно питаться, как минимум посетить терапевта, он может отправить вас, как часто бывает, к эндокринологу, да, и гастроэнтерологу. Запомните, что к гастроэнтерологу вы должны обращаться как минимум раз в год. Да? Я вообще ни разу не была. Может, стоит задуматься. Так, ну вот вы сказали, что про свою подругу рассказали, про ее маму, и мне вот стало интересно, обязательно ли считать калории? То есть у нас есть волшебная тарелка, на которой написано, сколько можно съедать. У нас есть вариант посчитать калории. Вот как более правильно? Потому что считать калории – это целое дело.
Я с вами соглашусь. Я не могу считать калорий. У меня есть приложение, то есть, которое мне установила моя фитнес-тренер. Когда я планировала заниматься спортом, я не смогла. Ну вот честное слово, это просто невозможно, потому что у меня нет времени, я постоянно занята, 3 детей, муж, там, родители, ну просто невозможно. И как я пришла к тому, чтобы я постранила на 13 килограмм, я просто стала, во-первых, меньше есть, во-вторых, полностью убрала сахар, белый хлеб, то есть я ем цельнозерновой хлеб. И самый большой вред, ну, практически после сахара, наносит нам подсолнечное масло, рафинированное. Да. Пожалуйста, замените его на любое другое растительное масло, на оливковое, масло авокадо, тыквенное, масло кхи. Что хочу вам сказать. Некоторые люди приходят в магазин и думают, какое оно дорогое. Там полулитровая бутылочка, литровая, но смею вас убедить. Подсолнечное масло, которое вот литровое там продается и так далее, в пересчете на цена-качество, когда вы наливаете подсолнечное масло на сковородку так обильно, так много, потом там яичницу жарите, пирожки, а оливковое, вот, допустим, мы пользуемся маслом авокадо. Там надо всего капельку. Размазать по тарелочке специальной силиконовой щеточкой, и хватает этого масла. Вот, к примеру, мы купили масло авокадо весной, и оно у нас закончилось только сейчас. Бутылочка 0,5. У вас 2 детей, муж и вы. 3 детей, я, муж и еще папа. И гости приходят. Да, еще приходят гости. То есть, получается, соотношение цена-качество, еще раз повторюсь, это намного выгоднее, чем употреблять в себя подсолнечное масло. И тем более рафинированное. Ну вот хочу еще вернуться к вопросу о продуктах с заменителями. То есть, вот, допустим, сахар есть вредно. Стоит ли есть сахарозаменитель? И вот бывает, допустим, ну, как правильнее, съесть конфетку все-таки, карамельку, например, ту же, или все-таки протеиновый батончик? Ну вот лично я и некоторые специалисты против сахарозаменителей для среднестатистического человека, ну, относительно здорового, который ведет обычный образ жизни, потому что сахарозаменители, особенно синтетические, ну вот синтетические вообще вредны, натуральные были созданы для людей с заболеваниями, а в частности именно с диабетом. У меня мама болела диабетом 2 типа, и я была вынуждена покупать ей сахарозаменители, потому что она именно болеет. Сама я их не использую, тем более синтетические. Из натуральных, если вы хотите все-таки как-то снизить сахар на какой-то специальной диете, лучше покупать стевию. То есть, как бы, ну, у нее специфический вкус, но тут уже надо выбирать польза-вкус. По поводу протеиновых батончиков, вы знаете, я предлагаю человеку, если он не может без сладкого, лучше купите темный горький шоколад, в котором содержание какао не менее 70%. Потому что вы съедите 1-2 дольки, но не сможете, больше вы не сможете. В отличие от молочной шоколадки, белого шоколада, который вы можете съесть там и 2 штуки за раз. Поэтому те, кто считает, что это достаточно дорогая продукция в районе 300-200 рублей, вы знаете, она выйдет вам намного дешевле, чем гора обычного шоколада, который вам нанесет только вред. По поводу протеиновых батончиков, да, конечно же, лучше съесть протеиновый батончик, но не всем полезен протеин. К примеру, мы в своем канале в запрещенной сети писали пост по поводу того, почему мы не возим протеины и не продаем их в своем магазине. Там достаточно большая тема. Очень многим людям с заболеваниями печени и вообще желудочно-кишечным трактом нельзя протеины. К примеру, мой супруг занимается до сих пор спортом, и он всегда добирал белок из протеинов. Затем сходил опять-таки к гастроэнтерологу. Не повторюсь, что к гастроэнтерологу вы должны ходить каждый год. Она запретила ему в силу определенных заболеваний. А это заболевание печени есть, наверное, у 90% мужчин, особенно нашего региона. Ну, то есть вот нужно все-таки сходить сначала к специалисту, понять вообще. А если тебя ничего не беспокоит, вот стоит ли идти к гастроэнтерологу все-таки? Да. Почему? Вдруг у тебя там что-то найдут, о чем ты не знал, и это придется лечить, и вообще куча дел сразу появится. Во-первых, лучше перебдеть, чем недобдеть. Во-вторых, необходимо быть до старости в здравом уме и в хорошей физической форме. Пожалейте ваших детей. Ваши дети должны радоваться и воспитывать своих детей, а не думать о здоровье своих пожилых родителей, которые могут быть в физическом или в эмоциональном, в психическом состоянии, нестоянии, да, не в здоровье. И, как вы знаете, гастроэнтерологи часто находят те заболевания и в тех органах, которые не болят. К примеру, печень не болит. Ладно, еще можно сказать, что желудок, там кишечник тонкий, толстый, он может болеть, можно что-то выявить. Но вот
Печень один из самых важных органов в нашей брюшной полости, который отвечает именно за выведение токсинов, он никогда не болит. Поэтому ходите к гастроэнтерологу. Хорошо, тогда запишемся. Вот сейчас очень много говорят про чудодейственные уколы, то есть это и в интернете, и в социальных сетях пестрят фотографии девушек и там, мужчин, которые сначала были полными, потом очень хорошо похудели. Вообще стоит ли этой истории доверять? Ну, то есть как бы и бездумно, допустим, заказывать и покупать, потому что, ну, также я видела на маркетплейсах, какое-то время это продавалось. Ну, на мой взгляд, это очень как-то опасно, то есть без врачебного назначения, плюс мало ли какую дозировку человек себе назначит. И вообще лучше со специалистом все это дело делать или вообще к этому никак не относиться? Нет, на самом деле это действительно рабочий препарат, но, смею заметить, это рецептурный препарат, То есть который, просто так его не купишь, да? ну, к сожалению, Купишь, но купишь, да, не факт, что его. Ну, да, как бы, может быть, его. Смею заметить, среди моих друзей и знакомых есть люди, которые кололи этот препарат себе без назначения специалиста. У одной подруги пошли страшные побочные эффекты, и она решила, лучше я его не буду принимать. Лучше останусь пухлой, да? Лучше останусь пухлой, но все-таки прекращу есть в кафе и ресторанах, а начну готовить дома. И в этом ее поддерживает ее супруг. Другой друг мужского пола, он его колет по назначению врача-эндокринолога, так как у него определенные заболевания. И этот препарат назначил именно врач, а не нутрициолог онлайн. Есть моя третья подруга, которая как раз-таки назначила этот препарат онлайн нутрициолог. Я говорю, ну нельзя, беги от такого врача. Ну нет, но она же мне назначила. Я говорю, ну это не врач, он не имеет права тебе назначать такие препараты. Кстати, смею заметить, что они действительно помогают человеку постранить, но они были разработаны именно для людей с диабетом. То есть неизвестно, как они на вас подействуют, потому что это достаточно новый препарат, и в достаточно отложенном времени, ну, я не могу гарантировать, что с вами будет все в порядке. А вот как найти силу воли, чтобы взяться за себя, как бы, ну, вот навести во всех делах порядок, то есть и со здоровьем, и с внешностью, вот где черпать силу, вдохновение, вообще как настроиться? Да, во-первых, вы должны перестать быть в дефицитах. А чтобы перестать быть в дефицитах, вам, во-первых, надо пойти просто хотя бы к терапевту. Мы это объясняем всем нашим, ну, допустим, клиентам в магазине, пациентам. Они думают, сдать анализы стоит очень больших денег. Нет, совершенно нет. Общие анализы крови, биохимию, практически все показатели можно сдать бесплатно по ОМС. К сожалению, вот витамин D пока у нас сдать бесплатно нельзя, но он стоит не так дорого в частных клиниках. И человек, находящийся в дефицитах, особенно в дефиците витамина D, он не будет иметь никаких сил. На моем примере. Была хроническая усталость, просыпаешься уже уставший, работать не хочешь, вечером приходишь, никаких сил нет ни на семью, ни на ужин, ни на бытовые какие-то дела. Ну, решилась пойти уже к специалисту. А у меня уровень витамина D3. А должен быть? А должен быть не менее 80-90. Ну да, там вообще. Вот, и плюс еще у женщин самое важное не быть в гипоксии, не иметь хронической латентной анемии. А так как женщина отличается в физиологическом плане от мужчины, у нее чаще бывают проблемы с анемией. И вот все-таки я вам рекомендую как минимум пойти к терапевту, сдать анализы, покрыть свои дефициты, и после того, как вы их покроете, у вас автоматически, ну, вернее, закономерно появятся силы на все. Ну, я это гарантирую, потому что я сама через это прошла. Прошла моя семья, друзья, супруг. Так что все будет у вас хорошо. Только закройте дефицит. Так, хорошо, допустим, вот мы сходили к специалисту, получили назначение, и как лучше всего восполнять дефицит? То есть говорят, что лучше правильно питаться и за счет еды все это дело покрывать. Но, допустим, вот витамин D тот же, едой, мне кажется, не покроешь. Там дело в солнышке, которого у нас не так много. Вот как с ним быть? Вы знаете, совершенно верно. Об этом сейчас уже говорят все, что мы особенно живем в северных широтах, и у нас витамин D падает под определенным углом, очень по касательной, и он не впитывается, вернее, не проникает под кожу. Плюс, если вы едете в жаркие страны, где солнечные лучи падают более прямо, вы же не ходите без солнцезащитного крема. Вы всегда им пользуетесь. Либо ты сгоришь, либо витамином D напитаешься. Да, поэтому следует загорать либо очень рано, либо очень поздно. К тому же рекомендую ходить, ну, вернее, гулять у нас в Якутии, даже когда облачно.
потому что Ну, ультрафиолетовые лучи все равно проникают через облака, хоть какая-то польза. Основной момент — надо восполнять витамин D из пищи. Было бы возможно, если бы у нас была качественная морская рыба океаническая. У нас ее просто нет. Всю рыбу, которую мы получаем, она искусственно выращенная. Единственный момент — вы можете употреблять речную, озерную рыбу, те же самые караси, там еще что-то, но в них содержится достаточно мало омега-3, в том числе витамина D3. Вы знаете, хочу подчеркнуть, что когда я была маленькая, ходила в садик, да, это было очень давно, у нас было достаточно, как сказать, очень здоровое питание и профилактика заболеваний у детей. Мы приходили рано утром, нам давали аскорбинку, витамин С, далее нам давали рыбий жир, противный, Да, все но его там не любили. было достаточно омега-3, витамина А, Е, а также D3. Затем мы пили кислородные коктейли. Мы часто гуляли на улице, особенно зимой. Как нас выпустят на 2-3 часа, так мы укрепляли свой иммунитет, все время валяясь в снегу. Так что по поводу витамина D, к сожалению, мы его получаем очень мало. И если у вас витамин D на критически низком уровне, ну, пожалуйста, принимайте, принимайте. А вот поливитамины, насколько они полезны? Да, вы знаете, здесь тоже есть многочисленные споры. Очень многие врачи, ну, использующие доказательную медицину, они опять-таки говорят, вы все это получите из питания, нельзя употреблять комплексы поливитаминов и минералов. Следует заметить, я доверяю своим врачам, которые интегративные и превентивные, то есть они занимаются профилактикой уже, а не лечением. И как говорит мой врач, принимайте поливитамины и минералы как минимум 2 раза в год. Вы не можете сдать анализ на все ваши дефициты. Но это просто нереально, я не знаю, сколько это будет стоить. А принимая эти комплексы, вы хотя бы хоть что-то восполните. И хочу сейчас заметить, что чем они отличаются. Допустим, поливитамины и минералы часто отличаются, во-первых, ценой. Приходят люди, говорят, вот эта баночка стоит 300 рублей, а почему это стоит 5000? Потому что содержание, концентрации тех или иных элементов отличается, во-первых. Во-вторых, отличается форма. Какие-то гелевые капсулы, какие-то капсулы в растительной оболочке, какие-то таблетированные, какие-то жидкие. И плюс очень часто бывают синтетические и натуральные витамины. Синтетические, конечно, тоже можно потреблять, но они усвоятся только на 15-20%. Но это все-таки лучше, чем ничего. Да, поэтому я за то, чтобы принимать поливитамины 2 раза в год. Ну, в принципе, не чаще. Смею заметить, многие люди у нас принимают поливитамины весной и осенью. Да. И все равно чувствуют себя не очень, болеют, потому что надо их принимать зимой и летом. Совершенно верно. Да. Потому что летом вы принимаете поливитамины, усиленно что-то еще, какие-то минералы, и вы подходите более подготовленные к осени, к сезону респираторных заболеваний. Ну, это правильный путь. Ну вот если витамины выбирать, то мы все-таки какие должны выбрать? Что лучше усваивается? Капсулы, либо там шипучие? Или это прям вообще разбег большой? Да, можно сказать, что это касается всех витаминов, а в частности именно жирорастворимых. Могу рассказать на своем примере. Я долгое время после того, как у меня уровень витамина D был 3, принимала его в достаточно большой дозировке, не буду говорить в какой, чтобы люди не повторяли за мной. И он у меня не усваивался. 10, 15, 5, да что такое-то? Это, наверное, где-то полгода или 8 месяцев мы не могли определить. Также мне назначали очень большую дозировку омега-3, очень большую. Не буду говорить дозировку, чтобы вы не повторяли за мной. И это привело к очень печальным последствиям. Я попала в больницу с желчными коликами. Это было страшно. То есть я плакала, мне было очень-очень больно, и я так попадала в больницу 2 раза. Мне капали капельницу, мне немного отпускало, и затем я выяснила, что достаточно многим людям нельзя употреблять омегу-3. Объясню почему, да, немного сейчас отклонюсь от D3, вернее от комплексов мультивитамин, потому что омега-3 противопоказана при определенных заболеваниях. К примеру, если у вас желчекаменная болезнь. Если у вас проблемы с кишечником и с желчью вообще в принципе, а мой врач сказала заменить это на льняное масло, потому что жиры все-таки необходимы, а льняное масло стоит не так дорого, и чайная ложечка в день, она будет полезна любому. По поводу комплексов. Лучше принимать все-таки комплексы с натуральными, не синтетическими, опять-таки, поливитаминами, но, как уже мы говорили, лучше что-то, чем ничего.
И по поводу формы, да, Да, вы же давайте. первый вопрос задали. Опять-таки, среднестатистическому человеку, который низкий уровень витамина D3, надо его принимать в капсулах в жирорастворимой форме. Самая лучшая форма считается на кокосовом масле, потому что его даже детям назначают, на оливковом масле холодного отжима, потом обычное. И самое нежелательное – это подсолнечные либо софлоровые масла. Затем при определенных заболеваниях, опять-таки, желудочно-кишечного тракта, поэтому я говорю, почему как важно ходить к гастроэнтерологу, опять-таки, человеку необходимо принимать не в жирорастворимой форме, а именно в таблетированной либо в сухой форме. Вот почему. А также, я это выяснила потом через год уже с моим врачом, но мне не подходила ни таблетированная, ни порошковая форма, я принимала жирорастворимые капли. Да тоже не помогает. Да что ж такое-то? Оказалось, что мне надо принимать витамин D на водной основе, мицеллированный. Хочу заметить, что я не принимаю импортный препарат, и всем говорю, что обычный российский водорастворимый, отечественный, да, мицеллированной формы, потому что именно она усваивается в кишечнике. Так что то, что вы пьете, если вам что-то не помогает, вы контролируете D, ну смените просто форму и все. Ну, то есть давайте вот еще итог такой подведем. Кто чаще к вам обращается? Люди с лишним весом или, наоборот, те, кто хочет набрать? И кому сложнее из них? Вы знаете, конечно же, чаще люди с лишним весом, но и те, кто хочет набрать. К примеру, у нас была такая девушка, она сдавала генетический тест, что сейчас очень популярно. У нас есть много лабораторий, вы можете сами просмотреть, в какой обратиться. И ей распечатали целый буклет, где-то на 80 листов, какие у нее дефициты. Она была очень-очень, у нее была дистрофия первой степени. Вот она хотела это все восполнить, ей написали, чего у нее не хватает. Она именно приобрела то, что нужно. К сожалению, я не знаю, чем у нее закончилась история, потому что она переехала в другой регион. Но мне было просто потрясающе. Я, допустим, хочу своей семье тоже заказать такую информацию, потому что это потрясающе. Сразу знать, есть у тебя предрасположенность к болезни Альцгеймера, или есть у тебя предрасположенность к раку, ну там условно, или у тебя мутация фолатного цикла, что-то там типа такого. Еще знаете, какая история тоже личная, можно расскажу? Давайте. У меня, к сожалению, мама в силу заболевания диабетом, у нее был лишний вес. С возрастом он становился все больше и больше, а у папы была дистрофия. Наоборот, да? Да. Несмотря на то, что... Ну, это же все нарушение обмена веществ, получается, и у мамы, и у папы были нарушения. И он достаточно много ел, у него просто это ничего не усваивалось. Да. Однажды папа заболел простудой, мама вызвала доктора на дом. Приходит врач, мужчина такой крупный. Я-то ничего этого не знаю, это мама рассказывает. Где больной? Мама такая, вот здесь. Я спрашиваю, больной где? Ну вот здесь. Папа высовывает голову из-под одеяла. Он же худенький, еще болеет. Врач такой, сама-то вон какая, а мужа не кормит. Едает папу, да? Вообще. Ну это, конечно, как бы сейчас смешно, а тогда, мне кажется, ну это было не совсем корректно, весьма некорректно. Ну вы этот вопрос решили? В смысле, сама с собой? Нет, с родителями помогли? Но, к сожалению, у мамы был очень запущенный диабет, обмен веществ, который не поддавался коррекции. В последнее время она перешла уже на инсулин. Вот. И, к сожалению, бывают люди, которые, как сказать, ну, отрицают. Бывает очень много людей, которые отрицают свое заболевание. К сожалению, у меня мама была такая. Ну, мамы сейчас уже больше нет. Вот. И когда у моих родителей совсем ухудшилось здоровье, я стала больше изучать иностранную литературу. Прямо смотрела схемы врачей, слушала интервью с переводами, как лечат эти заболевания за границей. Нашла одно прекрасное... У папы, к сожалению, нейродегенеративное заболевание, в частности, у него деменция. Почему сейчас очень много людей пожилых с деменцией? Потому что средний возраст увеличился. То есть не раньше деменции было меньше, а люди стали дольше жить. Вот. И определенные схемы я находила, которые использую сейчас в лечении отца, и я вижу, что деменция – это неизлечимое заболевание, во-первых, да? Ну, ему становится легче. Ему становится легче. Он иногда возвращается, ну, простите за подробности, он возвращается в сознание. То есть у него практически, ему 75 лет, практически здоровый организм, если бы, вот, к сожалению, не заболевание. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем. Благодарю вас за интересную беседу. На этом наша программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.